день, уважаемые гости! Мы рады приветствовать вас в Акшуминской кадетской школе-интернат имени Бакиева Каби Салимович. С 1 сентября 2013 года Акшуминская средняя общеобразовательная школа переименована в кадетскую школу-интернат, который гордо носит имя легендарного директора Бакиева Каби Салимовича. Наша кадетская школа – это особый мир, это неповторимое государство. Мы гордимся тем, что наша школа объединяет обучающихся с 12 районов республики, Кировской области и города Казани в одну единую команду. В нашей школе предоставляются все необходимые возможности для получения не только качественного образования, но и эффективной военной подготовки. Мы гордимся тем, что наша школа предлагает своим ученикам не только знания, но и навыки, которые могут пригодиться им в будущем. Кроме этого, есть много объединений дополнительного образования. Подожди, Дима, давай не будем рассказывать, а покажем. Добро пожаловать в нашу школу. Мы безмерно рады и благодарны, что вы смогли приехать именно в нашу школу и поделиться своими историями и достижениями. Советский российский офицер, заслуженный летчик-испытатель Российской Федерации, Герой России Щепетков Олег Адольфович. Ребята, а сейчас вы можете задать свои интересующие вопросы нашим гостям. Здравствуйте, мы знаем, что вы герои. Пожалуйста, расскажите о себе. Нет, смотри. Со старшего, наверное, начнем, да, правильно. Во-первых, здравствуйте, ребята. Я вот смотрю, вот я спрашиваю вот ваших старших товарищей, да, отцов ваших, может быть, дедов, да, наверное. Хочу узнать, вот у вас форма такая, да? Это форма, которой вы занимаетесь, да? Да. А вот военные у вас есть тоже форма? Начальник гражданский. С 3-го класса. С 5-го. С 5-го класса. То есть вот сейчас просто идет общегражданская. Вам-то нравится здесь, нет? Да! Учителя хорошие, нормально? Вот мы приехали к вам, просто хочется посмотреть на детей, как-то мы сами молодеем немножечко, да? Ой, так приятно вот увидеть школу заниматься. Я сам таким же был, как и вы. Вот такой злополучный был, как вы. А куда-то хотите поступать дальше в военную часть, да? Пойдем? Вот, видите, Суворовское еще. После этого Суворовское училище, с 8 класса, с 5-го. У них 25. Ну, молодец, давай. А дальше как будешь, как, с погонами? Вот молодец, видите как. Хотя нам нужны все нам, и гражданские, и военные, потому что наша страна, это самая лучшая страна вообще, которую я когда-то видел. Я весь земной шар облетел, я был везде. Красиво, здорово там. Но родину все равно, я посмотрел, я нигде бы там не жил. Только здесь. Ну, как-то это наше. Поэтому... Как Владимир Ильич говорил, Шарпатов, заправка заканчивается, и у 76-го Россия не заканчивается. Настолько огромная страна. Ну вот мы к вам приехали, мы ездим по школам тоже, вот рассказываем, там, стараемся поговорить по душам. Даже я не знаю, что говорить-то. Вот, Как вы стали героем России? про себя-то, ну про себя чего, я вот как вы был такой. У меня отец был летчик военный. И я что-то как-то вот с детства летчик. Если был танкистом. Вот. Ну и как стандартное училище. Потом как-то решил стать испытателем. Не нравилась работа. Она такая достаточно серьезная, опасная. Ну нет, просто новая техника. Ну так. Ну и не знаю. Ну и стал. Спасибо большое. Все, Следующий вопрос. Есть еще? Давайте я тоже расскажу о себе. У меня проще немножко биография. Я не летал. Вот, кто из вас не сможет стать летчиком, становиться милиционером. Святая профессия. Я милиционер. С 87 года служил в органах внутренних дел, дослужился до генерал-майора, являюсь секретарем Совета Безопасности. Если вам детям объяснять, что это такое, я отвечаю за общую безопасность республики.
взаимодействует со всеми правоохранительными органами. Поэтому работа очень нужная, вот, необходима на сегодняшний день в нашей стране. У меня 3 сыновей, у меня 3 внука, 2 внучки. То есть я тоже старенький дяденька. Мне уже в этом месяце будет 62. В этом месяце будет праздник, день рождения у меня. Вот, ну, я точно так же, как и вы, ну, в советское время мы все дети хотели стать летчиками. Все. Мы хотели все летать. Я закончил авиационно-техническое училище гражданской авиации. Ну, жизнь авиации не сложилась, и я ушел в милицию работать. Но летчиками хотели все становиться. Вот. Я говорю, кто не сможет стать летчиком, идите в милицию. Никогда не ошибетесь, никогда не прогадаете. И милиция на сегодняшний день это очень нужная структура, потому что обеспечивает общую безопасность в нашей стране. Спокойно на улицах, мир, чтобы вы ночью могли спокойно спать, чтобы могли учиться спокойно, не переживать ни за что. Наши, наверное, у кого-то есть родственники милиционеры, да, здесь? У кого есть? Подними руку, у кого милиционер? Да? Нету? Вот, пожалуйста. Есть. Молодцы, молодцы. Вот, любите и уважайте, что вам сказать детям, любите и уважайте ту школу, то учебное заведение, где вы сейчас находитесь. Пройдет определенное время, вы тоже станете большими, как и мы, взрослыми, но никогда не забывайте свою школу, свой первый класс, свою первую учительницу. Я до сих пор помню свою учительницу, первую, Калимат Магомедовна, видел ее. Иногда хожу в школу, потом я школу поменял, в другую школу меня приглашали, тоже с детишками встречался. То есть родная школа это все-таки, знаете, ближе, наверное, чем иногда даже дом. Потому что вы домой пришли, поспали и ушли. А в школе вы приобретаете друзей. Если вы не возражаете, зоны слова, письма от наших школьников. Я это отправлю в нашу зону слова. Я хочу стать космонавтом. Значит, будешь. Вот он. Среди вас космонавт будущий. Видишь, вот, уважайте его. Молодец. Всего хорошего вам. Я просил. Пару слов. Ну, мы здесь отрабатываем подготовку соревнований по основному, плюс подготовка к Олимпиаде по основам безопасности жизни. Вы преподаватель? И воспитатель. Плюс готовка к соревнованиям. Или вообще? Первый могут помнить, они не выпускают первый. Первая помощь, туризм. Потому что во всех соревнованиях, в которых я ездил, участвую в Олимпиаде, там везде и медподготовка, и защита, и узлы, туризм, все есть. Поэтому приходится тут заниматься параллельно. Достижение за последний год. Какой вид спорта в России? Кибербезопасность. Кибербезопасность победитель. 16 секунд? Разбираю 16 секунд, да, разбирал. Вас покажешь нам? Не надо, остановись. Молодец. Программа обеспечивает, можно обеспечить пилотирование на других самолетах, не только Як-52. Як-52 кабину, проходить, садиться. Только не заставляйте меня летать, сейчас скажете, летать не умеете. Кабина это Як-52 на самом деле. Да. Обстановку проектировать. Я понял. А то я пришел в полк, они меня на тренажер посадили. Я 5 лет вообще не подходил к нему. Это позорище такое. Больше я не хожу в самолеты. Ребята, вот тут можно было поставить другие самолеты. Это выпуска, даже иностранные, выпуска 30-х, 40-х годов. Например,
на котором воевали наши деды, в Великой Отечественную войну, истребители можно. И весьма некоторые научились успешно пилотировать на истребителях и сбивать это юнкерсы там, эти немецкие. Вот летали, вот, с интересом. На этом? Да. Он вообще Ил-20, Ил-22, они военные. Квадрокоптеры, я еще расскажу про квадрокоптеров дополнительно. Судомоделирование здесь у нас речка есть. Вот у каждого ребенка начального класса, 5, 6, 7 есть вот такие свои модели. Начинает, соединяет, клеит. Вот это начальное авиамоделирование. Делают вот такие модели. Тут регулировать надо, конечно, я не знаю. Вот. Летает. Летает, все летает. Вот здесь у нас работал мастер спорта международного класса Усов Юрий Николаевич. Я являюсь его учеником, мы вместе работали. Он в соседнем кабинете, я в этом кабинете. Вот сейчас я продолжаю эту работу. Участвую на соревнованиях, на различных, у себя устраиваем республиканские соревнования. 27 ноября ближайшие соревнования, вот к нему готовимся. Он до последних дней работал. Да, до последних дней здесь работал. У нас пацаном еще, и когда вот типа такой модели, но был Як-18, модель красная, вот такой же величины. Я смотрел, такую хотел, чтобы я был знакомый. А делал я А квадрокоптеры? Я еще расскажу, здесь у нас вот модели ракет, еще здесь у нас запал и пролетает, вырабатывает выхлопной заряд, и у нас открывается, выходит, здесь, да, порвался, открывается парашют, чтобы найти было удобно, и спускается потихонечку. Вот это спортивное моделирование по ракетомоделям. Есть такое. из гильзы сделал, нет? Из гильзы? Нет. Раньше из гильзы делали. Из обычной. Да. Таким образом. Все, спасибо. Пойдемте дальше. Модели, квадрокоптеры, я еще расскажу про квадрокоптеров дополнительно. Судомоделирование здесь у нас речка есть. Вот у каждого ребенка начального класса, 5, 6, 7 есть вот такие свои модели. Начинает, соединяет, клеит. Вот это начальное авиамоделирование. Делают вот такие модели. Тут регулировать надо, конечно, я не знаю. Вот. Летает, все летает. Вот здесь у нас работал мастер спорта международного класса Усов Юрий Николаевич. Я являюсь его учеником, мы вместе работали. Он в соседнем кабинете, я в этом кабинете. Вот сейчас я продолжаю эту работу. Участвую на соревнованиях, на различных, у себя устраиваем республиканские соревнования. 27 ноября ближайшие соревнования, вот к нему готовимся. Он до последних дней работал. Да, до последних дней здесь работал. У нас пацаном еще, и когда вот типа такой модели, но был Як-18, модель красная, вот такой же величины. Я смотрел, такую хотел, чтобы я был знакомый. А делал я А квадрокоптеры? Я еще расскажу, здесь у нас вот модели ракет, еще здесь у нас запал и пролетает, вырабатывает выхлопной заряд, и у нас открывается, выходит, здесь, да, порвался, открывается парашют, чтобы найти было удобно, и спускается потихонечку. Вот это спортивное моделирование по ракетомоделям. Есть такое. из гильзы сделал, нет? Из гильзы? Нет. Раньше из гильзы делали. Из обычной. Да. Таким образом. Все, спасибо. Пойдемте дальше. У нас ездят вот на таких машинках, гоняют. Давайте ближе. А это у нас дрон. Кстати, корпус мы собрали сами из фанеры. Это у нас старый вариант модели. Старых вариантов. То, что не сломано, то, что работает, вот собрали в таком виде. Все работает. Это ребята собрали. Да. Он немного поднимает, это старая версия. Сейчас уже винты. Одну гранату поднимет. Это да. Да. Даже 5 достаточно. Да. Вот, мальчики назад.
Видите, быстренько покажите. Ну-ка, давайте, погоняйте. Ну, ребятам очень нравится. Это только в этом году сделали. Давайте вы. Гоняй, ну куда В мне? сентябре. А там очень легко. Нет, там же просто Еще аварию сделали. нажать надо. Нет. Вот сюда. Да? Вот сюда. Да? Вот. Ты, Я- ну, Готовы? Держи, Ты подключил? Все работает? Все работает. Готовы? 3, 2, 1. Все, так скажем, разбирают. Вот, делаем медали на будущие соревнования ОЛГА. Это у нас вот они, медали, нам надо пришить, понятно. да, вот ленту. Здесь работаем, у нас есть фрезерный станок тоже так же. Дети обучаются к программированию 3D принтер. Делаем вот такие серии. Ближайшие соревнования, вот к нему готовимся. До последних дней работал. Да, до последних дней здесь работаем. У нас такой пацаном еще, и когда вот типа такой модели, ну, был Як-18 модель, красная, вот такой же величины, я с таким смотрел, мне такого хотел, чтобы я бы такого. А делал я с таким. А квадрокоптеры? Я еще расскажу. Здесь у нас вот модели ракет еще. Здесь у нас запал и пролетает, вырабатывает выхлопной заряд, и у нас открывается, выходит. Здесь. Да, порвался. Открывается парашют, чтобы найти было удобно. И спускается потихонечку. Вот это спортивное моделирование по ракетомодели. Есть такой. Из гильзы сделал, нет? Из гильзы? Нет. Раньше из гильзы делали. Из обычной, хоть Да. Вот. Таким образом. Все, спасибо. Пойдемте дальше. Как можно попасть в дагестанский СОБР реально? И какие реально нужно сделать на пути? Так, очень спасибо за вопрос. А почему в дагестанский СОБР? Казанский, почему не хоть в СОБР пойти? Да, значит, в любое специальное подразделение, неважно, ОМОН, СОБР, или это войсковой спецназ, в первую очередь надо иметь крепкое физическое здоровье. Надо иметь хорошие умственные способности. И третье, самое главное, это должна быть любовь к той профессии, которую вы хотите себя посвятить. Любовь к родине, любовь к профессии. Если вот эти три фактора присутствуют, вы попадете в любое специальное подразделение, да и любое воинское формирование. Здоровье, учеба и желание стать кем-то в этой жизни. Вот самый главный требование. А так, обратись в Казанский СОБР, тебя туда возьмут, ребята очень мужественные, пересекался с ними в зоне специальных антироссийских операций. Знаю и бывшего командира СОБРа хорошо знаю, он сейчас на пенсии находится. Поэтому успехов тебе, удачи.